Телекомпания АТВ продолжает выпуск репортажей с избирательных участков города Камрад. Съемочная группа АТВ побывала на избирательном участке 1/5 в районе больницы. Ход голосования прокомментировал член избирательного бюро Александр Пейков. Мы находимся на избирательном участке по выборам президента Республики Молдова 36-1/5. Этот участок находится в районе Камрадской больницы. По обыкновению к данному часу на этом участке, как нам сообщили члены избирательного бюро, голосовало, конечно, куда больше людей. Тем не менее, как идет ход голосования, комментирует член избирательного бюро участка 36-1/5 Александр Пейков. На данный момент на нашем избирательном участке, который находится на территории районной больницы, проголосовало к данному моменту около 34% избирателей. Конечно, активность несколько ниже, наверное. Мы сами отмечаем, что обычно к этому времени голосует уже около 50%. Будем надеяться, что до конца рабочего дня все-таки явка превысит 50%. На нашем избирательном участке, к счастью, никаких нарушений не было. Постоянно находятся у нас наблюдатели от партии социалистов и от представителей нашей партии. Были представители международных наблюдателей, 3 группы было. Были из Турции, из Польши, еще откуда-то, не знаю, говорили на английском языке. Никто никаких нарушений не выявил. Все голосование идет нормально, корректно, без скандалов. Были вопросы у некоторых избирателей по поводу того, что по их адресу прописаны другие люди, но это уже из года в год повторяется, пока не внесли в регистр эти изменения, никто насильно людей не может заставить выписаться. Только вот такие вот были замечания, будем так говорить, но нарушения не выявлено. Заявлений о голосовании на дому на наш избирательный участок не поступило, но были поданы списки людей, находящихся на постоянном проживании в доме престарелых и находящихся на стационарном лечении в больнице, в разных отделениях. Это была и хирургия, и травматология, и неврология, терапия, роддом. Да, было несколько. Мы всего... Проголосовавших всего было ровно 60 человек. Пройденный этап, люди проголосовали. Очень большое желание было, и все, кто имели паспорта, действительные паспорта, смогли принять участие в голосовании. Входил еще один член избирательного бюро и 2 представительных наблюдателя, и полицейский нас сопровождал для того, чтобы обеспечить сохранность бюллетеней и урны. Конечно, есть люди, некоторые немощные, плохо видящие. Я знаю, что согласно Кодексу о выборах, люди, которые страдают слабым зрением, могут голосом проголосовать, то есть сказать фамилию кандидата, и члены и наблюдатели помогают человеку определиться с выбором, поставить там, где необходимо эту печать. Каждый житель в интервью рассказал о своих представлениях, что должен делать для страны президент Молдовы. Один из избирателей надеется на то, что будущий президент Молдовы больше будет уделять внимание Гагаузии. Можно отметить такую статистику, что мы сегодня у наших интервьюируемых избирателей всегда слышали одно такое слово – голосуем за будущее Молдовы. Как понимает будущее Молдовы, нашей страны, об этом мы попросили рассказать избирателей участка 36-1/5. Как за что? Конечно, в первую очередь за справедливость страны. В первую очередь. Мы думаем, мы, конечно, уже свое прожили. У нас дети есть. Этим детям мы хотим, чтобы будущее было хорошее. Конечно, обидно, когда со всех сторон молодежь вся уезжает, в селах остаются одни старики. А почему не остановить людей, чтобы тут работа была? Мы же работали. Мы работали на фабрике, детей смотрели, выращивали, растили своих детей, обучали детей. А сейчас что? Они университеты кончают, имеют где работать? Не имеют. Кто об этом думает? Каждый думает о своем. Надо думать о детях, потому что дети – наше будущее. Мы уже поколение идем вниз, а они должны идти вверх.
Вот это я знаю. И даже вот это то, что сделали семейные врачи, это для нас хуже всего. Я сегодня пошла, заболела, а мне срочно была у одного врача, анализ, болезнь не подтвердилась. А дальше к другому врачу, там запись. Я сегодня пошла, УЗИ мне надо пройти. Я еле стою на ногах. Запись на 3 недели вперед. Пока я дойду до этой записи, я доживу или... Вот так, вот об этом надо и думать. И цены каждый день бешеные цены. А где у нас есть рабочие места? Мы тоже думаем, что будем на пенсии, будем отдыхать. Но с этой пенсией, я, например, работала 30 лет на одном предприятии, с этой пенсией жить невозможно. Я буду голосовать. Я пока не проголосовал, и сейчас буду голосовать. Я буду голосовать за этого президента, чтобы он когда вот сейчас дал такие полномочия, чтобы он не забывал, что есть автономия. И чтобы обоюдное согласие между Молдовой и между Гагаузом, чтобы было все нормально. Вот самое главное в этой жизни. А то, что не даст нам там чуть-чуть, мы сами как-нибудь сами добиваемся. А он просто пускай поддерживает. Поставим печать на так пополам. Хорошо? Да. Активно. Скажу о том, что избиратели не должны списать. О том, что в принципе, это не нарушение. Да, вы скажете нарушение. Нарушение, но недовольны. Вот это так. И потом представители, все больше ничего. Мария Русо прокомментировала, как проходят выборы на избирательном участке номер 9. По ее словам, во второй половине дня активность увеличилась. К этому времени проголосовало около 44% избирателей. Были также небольшие инциденты по поводу избирательных списков. Много молодых людей также пришли на выборы президента Молдовы, которые надеются на изменение положения страны в лучшую сторону. Несмотря что время уже вечернее, на избирательном участке 36/9, который находится в здании бывшей школы номер 3, активность избирателей заметно увеличилась. О том, как идут выборы на данном участке, мы попросили комментировать председателя избирательного бюро Марию Русо. Действительно, это так. Во второй половине дня активность избирателей намного больше увеличилась, так как у нас многие люди работают сегодня, и поэтому после обеда активность увеличилась, чем мы очень рады. На данный момент у нас проголосовало 44%. И единственное, что немножечко не очень довольны наши избиратели, тем, что списки немножко, скажем так, не так составлены. Почему? Потому что часть семьи голосует здесь, а база данных дает голосовать совсем на другом участке. И вот эти вот инциденты приходилось, конечно, не очень приятно. Люди приходят и уходят, и было в этом отношении немножечко сложненько. То есть это хотелось бы, чтобы списки были точные и правильные. Таких заметных крупных нарушений не было, кроме как вот эти инциденты по поводу того, что нужно идти на другой участок, если его семья голосует на данном участке. Представители наблюдателей — это у нас партия социалистов. Имеется два представителя из наша партия и неправительственная международная
да, наблюдатели были. Голосование на дому прошло очень хорошо. Все, которые были у нас на заявлении, все проголосовали. К нам приходили инвалиды, которые не могут передвигаться. Мы выходили с переносной урной, присутствие международных наблюдателей, присутствие всех наших наблюдателей, членов комиссии. Люди проголосовали и были очень довольны, чем я очень рада. Совсем скоро голосование завершится. До 21:00 еще есть возможность проголосовать за своего кандидата. Я голосовал сегодня за нового президента, который будет, по моей мнению, по мнению народа, будет создавать другое справедливые отношения в людях и в обществе. И будет это более как... будем быть как людьми. Мы до сих пор видим эти начальники, эти большие президенты, министры, они на нас внимания не обращали. Они только ждали, чтобы только выбрали их, и все, они потом уходили в это, работали на себя, как говорится. А этот, мы надеемся, что будет работать на народа и будет с народом, и будет наш президент. Давно народ ждет такого президента. Я первый раз голосую и очень рад, что дали мне это право. Надоели вот эти вот все конфликты все время. Там, в Кишиневе все время люди собираются, бастуют за что-то. Надоело как бы это. А хочется, чтобы больше рабочих мест, и чтобы молодежь не уезжала отсюда, потому что все смотрят уехать отсюда побыстрее. Голосую за будущее для нашей страны, за благосостояние граждан, за наш путь, который выберет наша республика. Сохраняю тайное голосование. За кого голосовал, говорить не буду. Но желаю нашей стране всего наилучшего. Камрадский избирательный участок по выборам президента Республики Молдова номер 36/4 находится в здании примарии муниципия Камрад. К данному времени на этом участке проголосовало, со слов избирательного бюро Николая Кличика, около 40% жителей данного района. Как заметил Николай Кличик, особенностью голосования, хода голосования является некое недовольство избирателей тем, что неправильно составлены списки. Да, действительно, среди избирателей было много недовольных из-за того, что списки были составлены очень некачественно. Поступили заявления и жалобы по того, что в домах избирателей были прописаны абсолютно непонятные люди. Дошло до того, что к члену избирательной комиссии пришел человек, который был прописан в его собственном доме, который не имеет к нему никакого отношения. Активность на избирательном участке была очень высокая, больше 40%, но это число относительное, ибо списки были составлены очень некачественно. Многие в списках были внесены даже некоторые лица уже умершие. Активность на участке была очень большая, более 40%, но число относительное из-за того, что списки были составлены некачественно. Если этим пренебречь, то более половины избирателей пришли на избирательные участки. В течение дня избирательный участок посещали международные наблюдатели, также наблюдатели из Кишинева, ЕС и местные наблюдатели. Голосование на дому было проведено. До 3 часов было принято более 19 заявлений про голосование на дому. Переносной ящик с бюллетенями был взят, люди выехали. На дому проголосовало 16 человек. Трое из них по какой-то причине не было дома. Я голосовала в надежде на то, что наконец-то в стране наступит эпоха стабильности, уверенности в том, что у наших детей есть будущее, и надежде на то, что мы будем видеть то, что страна поднялась на мировой уровень. И будут изменения во всех сферах, которые приведут к лучшей жизни. И надеюсь, что не придется нашему населению больше уезжать куда-то на заработки, а будут рабочие места здесь. И таким образом у нашей страны будет будущее. Просто как-то выразить словами. Для меня стабильность – это когда нету ни войн, ни каких-то грабежей. То есть делается все для людей, для народа, для страны нашей.
чтобы дети наши росли в свободной стране, без каких-то конфликтов. По последним данным ЦИК, Гагаузии проголосовал 49 186 тысяч человек. Выход составил 37,2%. Серьезных нарушений на протяжении дня не выявлено. По состоянию на 18:00 общее число избирателей, принявших участие в голосовании, составляет 49 186 избирателей. По дополнительным спискам 700 избирателей. Общее число включенных в основные списки составляет 131 366 избирателей. Выход составил на 18:00 по 36 округу АТО Гагаузия 37,2%. В разрезе районов Камрадский район 38,2%, Чадарлунский 35%, Вулканежский 40%. Населенные пункты, в котором процент составляет наибольший, это Котовская, Русская Киселия, Вулканешты, Карбалея. Сбора информации от участковых избирательных бюро. Серьезных нарушений не усмотрено. Количество заявлений, жалоб, поступивших в участковое избирательное бюро, составило 2. В адрес окружного избирательного совета номер 36 по АТО Гагаузия каких-либо жалоб, заявлений не поступало. Списки избирателей как инструмент в избирательном процессе представляют важный элемент. Над списками избирателей работали местные органы власти, также продолжили работы избирательных органов, а именно участковое избирательное бюро. В ходе выборов ряд недостатков со списками избирателей были выявлены. Окружной избирательный совет вместе со всем участковым избирательным бюро аккумулирует данную информацию, и если это действительно является недостатком, будет передано в компетентные органы, в том числе местные органы власти, для улучшения данных списков избирателей. Речь идет о ошибках или ошибках в адресах избирателей. Речь идет об упущенных избирателях. Речь идет о наличии лиц, которые уже умерли в списке, но находятся в списках. Это вся информация на сегодня. Мы желаем всем хорошего президента. Всего доброго.